Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Латвия отказывается помогать Украине вооружением, Литва на этом настаивает, а жители Донбасса находятся под перекрестным огнем. Министр обороны России Сергей Шойгу призывает начать военную подготовку губернаторов. Решение суда присяжных не выносить обвинения против белого полицейского, застрелившего в Фергюсоне безоружного чернокожего подростка, вызвало массовые протесты в США. Прага. Передаем слово вам. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В странах Балтии нет единой позиции по вопросу военной помощи Украине. После встречи президентов Литвы и Украины и решения Вильнюса поставлять вооружение Киеву о неготовности помогать оружием заявляет Рига. Делфи цитирует премьер-министра Латвии. «Мы организуем обучающие семинары и оказываем Украине гуманитарную помощь». Тем временем спикер Госдумы России Сергей Нарышкин отреагировал на критику главы Литвы Дали Грибаускайте в адрес Кремля. Это желание понравиться своим хозяевам, национал-радикалам, неонацистам и другим маргиналам. Конец цитаты. Напомню, Грибаускайте назвала Россию террористическим государством. Тем временем Сергей Шойгу предлагает учить тренировать губернаторов на случай войны. Об этом министр обороны России говорит президенту Владимиру Путину. Избранных губернаторов, мэров и вновь назначенных лиц на управление субъектами Российской Федерации в обязательном порядке, чтобы они проходили обязательную подготовку в Академии Генерального штаба, двухнедельную, по мобилизационной готовности и управлению субъектом в момент мобилизации. Большинство россиян против военного вмешательства России в конфликт в Украине. Так Левада-центру ответили 58%. При этом люди уверены, на востоке Украины активные боевые действия возобновятся. 23% выступают за ввод на Донбасс российских войск. Ну а что в это время говорят сами жители Восточной Украины, те, кто находится под перекрестным огнем и не видят возможности покинуть свои дома? Наши корреспонденты встретились с жителями зоны АТО. Вот осколки летели. Побито, вот побито. Вот вся спина подолбана, видите? Вот. Ну куда? Скажите, куда? Где кто меня кормить будет? Чем я буду жить? Ходить побираться, что ли, мне? Своим дедом. Але ж дивіться, ви тут можете загинути на наступний день. Я знаю, что я могу загинуть. А чего же я плачу тут каждый день? Вы думаете, что? Ну это же с града, скорее всего. Де вона зірвалась? Да вот рядышком тут. Два снаряда за огородом взорвались. Они в хату забежали, я хотел в погреб. Дверь открываю, летит там черное все. Я дверь закрыл, кажу, падайте, и все. Мы попадали, я малу так вот 3 годика вот так вот прикрыл. Думаю, попадет в хату, ну все. До эфира я встретился с корреспондентом «Радио Свобода» и общественного ТВ Украины, который только что вернулся с Донбасса. Как выживает местное население в условиях боевых действий? Об этом Виталий Сизов. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Как мы только что слышали, местные жители на Донбассе сейчас, особенно в зоне АТО, они по сути предоставлены сами себе. Им, конечно, предложили переехать, но люди боятся за свой нехитрый скарб. Как им помогает власть? И официальная, и непризнанная ДНР, ЛНР, есть ли у них минимальная еда, минимальные лекарства? Ну, пока что сказать, что кто-то особо помогает, я бы не мог, если со стороны ЛНР и ДНР это скорее какие-то пиар-акции, показать, засветить, что людям помогают. Со стороны украинской власти тоже как таковой помощи нет по понятным причинам, потому что они боятся, что гуманитарные конвои будут разворованы, ну и контактов таких нету с ЛНР, ДНР доверительных. И со стороны Украины помощь большая уже в том хотя бы, что она пропускает туда грузы, продукты, которые производятся на территории другой Украины, и не блокирует эту территорию совершенно. То есть любой гражданин Украины сейчас может спокойно выехать с этой территории, там, подождав на блокпосту, там, где есть вода, где есть пища, где есть нормальная медицина. Сказать, что там сейчас пока начался голод, я не могу, но уже дефицит продуктов испытывают наиболее социально незащищенные слои населения, инвалиды, пенсионеры, которые остались без соцвыплат. И дело в том, что там сейчас нет ни украинских СМИ, мало международных журналистов, которые бы следили за этой тематикой.
Поэтому, возможно, некоторые люди уже поставлены на грани голода и смерти голодной. Продолжая то, о чем вы говорите, украинские медиа в зоне АТО отключили. Если кто-то и смотрит, то есть сигнал российских СМИ. Влияет ли российская пропаганда сегодня еще на настроение жителей Донбасса? Конечно, влияет на обыденное сознание пропаганда. Люди многие накручены, я общаюсь там со своими близкими людьми, они мне передают то, что говорят там на рынках люди, они рассказывают истории об этих двух рабах и клаптыках земли, которые российская пропаганда транслирует на эти территории, то есть многие люди... они говорят об этом как о чем-то реальном? Как о чем-то реальном, да, как они существуют в параллельной реальности, то есть российские СМИ создали для них реальность, и действительно многие люди живут в ней полностью себя. Как вы сами отвечаете на вопрос, почему украинская власть допускает наличие этой параллельной реальности? Я считаю, это ошибка украинской власти. Я сам не могу ответить на этот вопрос, потому что там стоит, допустим, на Донецке телевышка в Петровском районе, который абсолютно в досягаемости украинской артиллерии, и они ее не трогают, не пытаются даже какую-то диверсию провести, отключить ее от электроэнергии. И вообще этот компонент выпал совершенно в украинской стратегии, какое-то возвращение этих территорий. Это ошибочно, это большая ошибка, я считаю, потому что ответы люди не получают. Они должны получать, если они получают из России модель какую-то реальности, то они должны получать модель из Украины. Почему контрмодель? Почему их обманывают? Давать какие-то простые ответы на вопросы. Они этого не получают, они видят только из России картинку. Спасибо, Виталий. Спасибо. Это программа «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. В Америке массовые протесты. Наташа, ждем от вас подробностей. Разбитые витрины магазинов, более десятка подожженных домов. Так демонстранты в Фергюсоне, штат Миссури, отреагировали на решение суда присяжных не выносить обвинительного заключения против белого полицейского Даррена Уилсона, застрелившего в августе безоружного чернокожего подростка Майкла Брауна. По словам демонстрантов, вандализмом они занимались не ради собственного вандализма, а в рамках протестов против полиции, которая ни во что не ставит жизнь рядовых граждан. Реакция президента Барака Обамы. Наша страна построена на принципе верховенства закона. Мы должны принять то, что это решение должна была вынести коллегия присяжных. Есть американцы, которые согласились с таким решением, и те, кто глубоко разочарован, даже зол. Это объяснимая реакция. Но я присоединяюсь к родителям Майкла и прошу всех, кто протестует против этого решения, делать это мирно. С нами на связи наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Наташа, добрый день. Давай напомним нашим зрителям о том, как развивались события в Фергюсоне и вообще вокруг этого судебного разбирательства, судебного дела в последние месяцы. Беспорядки в Фергюсоне начались почти 4 месяца назад, и с тех пор этот пригород Сент-Луиса остается в центре внимания всей страны. 9 августа белый полицейский Даррен Уилсон застрелил чернокожего 18-летнего юношу Майкла Брауна. Браун был безоружным, однако полицейский стрелял в него по меньшей мере 6 раз. Страж порядка утверждал, что опасался за свою жизнь, однако такое объяснение не удовлетворило чернокожее население Фергюсона, которое обвиняет власти в расизме, предвзятом отношении к афроамериканцам и превышении полномочий. Гибель Брауна обнажила глубокий расовый конфликт в этом городе, где большинство полицейского управления является белым, а население – чернокожим. Уже много недель, почти каждый день в Фергюсоне проходят акции протеста. Некоторые мирные, другие заканчиваются столкновениями с полицией. Наблюдались примеры вандализма и мародерства. Полиция, по-военному экипированная, использовала против демонстрантов слезоточивый газ. Десятки людей, в том числе журналисты, были арестованы. В ожидании решения большого жюри присяжных о том, должен ли суд предъявить официальное обвинение полицейскому Даррену Уилсону, в штате Миссури было объявлено чрезвычайное положение. Для предотвращения беспорядков мобилизованы около 400 национальных гвардейцев. В город направлены подразделения агентов ФБР. Виктория, вообще ночные протесты не ограничились Фергюсоном, они прошли по всей стране, включая Нью-Йорк, Вашингтон. Чем объясняется такой накал страстей? Наташа, дело в том, что многие представители американской общественности считают это решение жюри присяжных несправедливым, незаконным, и некоторые даже называют его фарсом. Они говорят о том, что прокурор, у которого были очень тесные связи с полицией Фергюсона,
так представлял присяжным свидетельство того, что произошло, что у них буквально не было выбора, как принять решение, такое решение, которое было выгодно полицейским. Нужно также отметить, что это жюри присяжных состояло из 12 человек, и 9 из них были белыми, и только 3 чернокожими. Это в городе, где 67% населения являются чернокожими. Нужно сказать, что вообще планка у присяжных была достаточно низкая. Им не нужно было выносить обвинительного или оправдательного приговора. Они должны были только решить, следует ли полицейскому предъявлять обвинение в преднамеренном или непреднамеренном убийстве. И вот тот факт, что ему не будут предъявлены обвинения даже в непреднамеренном убийстве, в то время как он стрелял в чернокожего подростка по меньшей мере 10 раз и по меньшей мере 6 раз в него попал, вот этот факт вызывает очень широкое возмущение, уже мы можем сказать, по всем Соединенным Штатам. Действительно, протесты прошли по всей стране, и они сегодня продолжаются. У нас в Нью-Йорке протесты продолжались вчера до поздней ночи. Протестующие даже на несколько часов заблокировали несколько городских мостов. Как вы знаете, мои вашингтонские коллеги в Вашингтоне люди пришли к Белому дому, они даже лежали на тротуаре, на авеню вокруг Белого дома. Протесты прошли в Филадельфии, в Чикаго, на западном побережье. Многие американцы считают, что полиция, стражи порядка власти несправедливо относятся к чернокожим, и в частности к чернокожим мужчинам. И вот такие инциденты убийства чернокожих людей по всей стране происходят достаточно часто. Здесь, в Нью-Йорке, происходил буквально два дня назад и несколько дней назад в Огайо. И все эти события свидетельствуют Это была Виктория о том, Купчинецкая на прямой связи с нами из Нью-Йорка. Сегодня ожидается продолжение протестов. Кстати, либеральная газета Mother Jones отмечает, что начиная с 2004 года полицейскими округа Сент-Луис были застрелены 14 человек. Ни одному из полицейских не было предъявлено обвинительного заключения. Вслед за Крымом Россия может аннексировать часть Грузии, утверждают в Тбилиси. Подробности у наших коллег в Праге. Сергей? Начну по порядку. США и ЕС резко осудили подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и непризнанной республикой Абхазия. Главный дипломат Евросоюза Федерико Могерини заявила, что такие действия со стороны Москвы нарушают территориальную целостность Грузии. Министр иностранных дел Грузии Тамара Беручишвили предупредила, что начало аннексии Грузии России. Мы также считаем, что, судя по наблюдаемому нами развитию событий, эта тенденция может продолжиться и в Южной Осетии. Поэтому нужна срочная реакция международного сообщества, осуждающая такие действия. Это чрезвычайно важно и критично для грузинской государственности. Тем временем заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью нашей программе на вопрос Шахиды Якуб, чем выгоден России этот договор, сказал следующее. Россия, как большое государство, как мощная страна, она всегда отвечает за стабильность на своих границах и за то, что происходит по периметру границ. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все наши соседи не чувствовали себя в опасности. Скажите, но ведь Грузия тоже сосед России, и Грузия чувствует себя достаточно неуютно от того, что Россия так сближается с Южной Осетией, с Абхазией. Абхазия примыкает к нашим границам, и от того, что происходит вокруг Абхазии, зависит безопасность Российской Федерации и наоборот. Так что надуманные тезисы насчет каких-то планов аннексии, поглощения, экспансии, это все надо относить к тем людям, которые затевают программы типа Восточного партнерства. Григорий Борисович, а есть ли какой-то шанс на восстановление отношений с Грузией, ну хоть какое-то потепление? Нет, конечно, такие шансы есть, но все зависит от Грузии, потому что она разорвала отношения с Российской Федерацией, и не нам сейчас говорить или инициировать возобновление дипломатических отношений. Это был Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел России. Можно ли подписание договора назвать первым этапом присоединения Абхазии к России? На этот вопрос ответил сотрудник Международного фонда Карнеги по сохранению мира Том де Вааль. При первом проекте, который был готовлен российской стороны, ну, точнее, Владиславом Сухоровым, так фактически было. Это был договор об интеграции. Но что интересно, что Абхазии переписывали, подготовили свой проект, который
гораздо более мягкие. И что интересно, что российская сторона согласилась с более мягким абхазским вариантом. Вы совсем недавно были в Абхазии, общались, как я понимаю, с политиками, с просто людьми. Что абхазы сами хотят? В Абхазии говорят о том, что у них до сих пор есть стремление к признанию полной независимости. Я думаю, что публика одобряет договор, потому что из-за простых экономических причин. Но одна часть населения, это более, скажем, интеллектуальная часть, неправительственной организации, они выступают против. Они говорят, за что мы воевали, что сейчас нас хотя бы медленно, но поглощает Россия. Вот у меня еще один такой вопрос. Правительство Грузии резко осудило, естественно, этот договор, и министр иностранных дел даже сказала, что это еще один шаг к аннексии Грузии и России. Скажите, а абхазы сами, они в какой-то степени представляют себя в составе в Грузии, даже, может, в отдаленном прошлом? Потому что, как я поняла, правительство Грузии принимает какие-то программы, меры для того, чтобы все-таки вернуть потерянные территории. Нет, о Грузии, вот что интересно в Абхазии, о Грузии вообще не идет разговор. Или только, как и между прочим, все разговоры вокруг России, немножко вокруг Турции, насколько там идет торговля прямая от Турции, ну, не совсем законная, но идет. И дело в том, что просто абхазы говорят, что нам Евросоюз или Грузия предложили последние 20 лет почти ничего, а за последние 5 лет Россия потратила $1 миллиард. Другие темы. Александр Лукашенко уволил министра обороны Беларуси. Генерал-лейтенант Юрий Жадобин отправлен в запас по возрасту. До назначения на пост министра Жадобин командовал внутренними войсками, управлял службой безопасности президента, был председателем КГБ и госсекретарем Совбеза. Страны разные, но указы аналогичные. У США будет новый министр обороны. Почему Чак Хейгл потерял свой пост? Наташа, продолжайте. Да, Сергей, администрацию президента Обамы покинул единственный республиканец, министр обороны Чак Хейгл, возглавлявший Пентагон чуть менее 2 лет. Как рассказал Барак Обама, выступая в понедельник в Белом доме, Хейгл сообщил ему о своем намерении уйти в отставку еще в октябре. В социальных сетях на отставку Хейгла отреагировали с изрядной долей иронии. Корреспондент The Washington Examiner Байрон Йорк пишет в Твиттере: если послушать Обаму, получается, что Чак Хейгл отлично выполнял свою работу и вообще он замечательный человек. Как так получилось, что он покидает свой пост всего через 20 месяцев? Джон Шиндлер в Твиттере о 3 последних руководителях Пентагона. Гейтс, Панетта, Хейгл – все патриоты, люди чести, ветераны американских войн. Ни один из них не смог работать с внутренним кругом Обамы, Советом национальной безопасности. С нами на связи наш корреспондент Александр Панов. Саша, так почему Хейгл все же ушел в отставку? Наташа, отставка Чака Хейгла стала первым серьезным политическим изменением в кабинете министров Барака Обамы с момента поражения демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Наиболее популярное объяснение политологов – изменилась ситуация, значит, пора менять политику. Обама выдвигал ветерана Вьетнама Хейгела на этот пост, чтобы завершить войны в Ираке и Афганистане и провести болезненный секвестр оборонного бюджета. А сейчас угроза ИГИЛа встала в полный рост. США вынуждены снова посылать военных в Ирак, правда, пока советников, и с Афганистаном расширяют военное сотрудничество. Ближайшие 2 года потребуют другого уровня вовлеченности, заявил на условиях анонимности представитель администрации. Тем не менее, в Пентагоне считают, что у министра с президентом не было серьезных политических разногласий. Это не уход в знак протеста и не увольнение. Просто Обаме понадобился свежий подход в управлении Министерством обороны. Объявляя об отставке Хейгела, президент отметил, что шеф Пентагона всегда давал ему откровенные прямые советы. Напомним, что бывший сенатор Хейгел не сразу был утвержден Сенатом. Республиканцы не простили ему, что он резко критиковал президента Буша-младшего, выступал против отправки в Ирак резервов в 2007 году, в 2008 поддержал на выборах Обаму, а не однопартийца Джона Маккейна. Для нас, журналистов, отставка Хейгела стала неожиданностью, но на деле она проговаривалась в течение 2 последних недель на неоднократных встречах Хейгела с президентом. Хейгел вообще останется на посту министра до тех пор, пока ему не будет найдена замена. Какие кандидаты обсуждаются, ну и еще, в общем, какие качества требуются новому главе Пентагона с точки зрения Обамы?
Одним из главных претендентов называют Мишель Флорной, в прошлом заместителя министра обороны Леона Панетты. Она потенциально еще одна леди в команде Обамы, помимо Сьюзен Райс и Саманты Пауэр. Еще один кандидат, тоже бывший замминистра Эштон Картер. А сенатор Джек Рид заявил, что он не заинтересован в такой работе. Это один из ключевых постов в государстве, поэтому Белый дом хочет, чтобы кандидатура без проволочек прошла утверждение в Сенате. Любопытно, что два предшественника Хейгела, это Боб Гейтс, тоже республиканец, и Леон Панетта, совсем недавно выпустили книги мемуаров, в которых довольно негативно высказались в адрес президента Обамы. Наташа, вот вопрос. Ждать ли нам теперь новые книги от Чака Хейгела? Спасибо. Это был наш корреспондент Александр Панов. Прага, возвращаемся к вам. Сергей? В это воскресенье в Молдове парламентские выборы. Чего от них ждут жители страны, будучи дома или за рубежом? Какие надежды связывают с политиками? Многих не покидают сомнения. Вот как раз об этом наши коллеги. Евгения Пуалилунч уже несколько лет на пенсии. В прошлом она была госслужащей. Когда мы встретились вместе с мужем, она хлопотала по хозяйству. По ее словам, она редко сидит без дела и считает, что в жизни нужно работать, не покладая рук. Женщина возлагает немалые надежды на эти выборы. Прежде всего, жду мира и спокойствия в стране. Если будет мир, будет и все остальное. Взаимопонимание в семье, с соседями, в обществе. А если будет как на Украине, упаси Бог. Как было с Россией, мы уже знаем. Жили, видели. Как будет с Европой, еще посмотрим. Николай Фрунзе уже несколько лет работает водителем троллейбуса в Кишиневе. У него 6-летний сын и дочка, ей всего 4 месяца. Николай хотел бы, чтобы у него была возможность в полной мере обеспечивать свою семью, и пока он не полностью утратил доверие к политикам. Хочу, чтобы в стране было спокойнее. Чтобы у всех была работа, а молодежь не уезжала за рубеж. Хочу, чтобы моей зарплаты хватало на все необходимое для семьи, для детей, для себя, на одежду и на еду. Это станет возможным только в том случае, если господа депутаты выполнят свои обещания. Ион Беляк живет в селе, он возделывает землю. На жизнь пожилой мужчина зарабатывает вспашкой огородов и земельных наделов. После полудня он еще подрабатывает сторожем в сельской школе. Он довольно сдержан в оценке предстоящих выборов. Мужчина говорит, что ничего ни от кого не ждет. Все делает своими руками, несмотря на почтенный возраст. Что зарабатываю, на то и живу. От них ничего не жду. Никто не придет и не скажет: «Добрый человек, оставь, это мы дадим тебе трактор и работай на нем». Никто не придет. Пусть создадут колхозы, как было раньше. Был колхоз, все было. И у людей была работа, и в городе был хлеб, поля были обработаны. Посмотрите, что творится вокруг. Только 10 человек вспахали свои земли, а остальные в Европе нам делать нечего. Европа была раньше, потому что по всей Молдове был порядок. Пашни, пшеница, кукуруза, подсолнечник. Золотое время было. Вот это была Европа. Куда теперь нашим людям в Европу? И вновь время передавать слово в Вашингтон. Телевизионные продюсеры решили запустить необычное реалити-шоу с неожиданными героями о том, как сегодня делаются рейтинги и деньги на американском ТВ. Наши коллеги. Наташа. Реалити-шоу пользуются в Америке чрезвычайной популярностью. Главными темами зачастую становятся разного рода скандалы, бытовые неурядицы. И несмотря на то, что героями являются реальные люди, а не актеры, подобные сериалы не лишены постановочных сцен. К числу наиболее успешных сериалов относятся и шоу об амишах, религиозной группе, избегающей всего связанного с современным миром. Наш корреспондент Джером Соколовский побывал в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, и выяснил, что некоторые местные жители считают, что амишей в этом шоу попросту дискредитируют. Никаких автомобилей, минимальные бытовые удобства. Вот норма жизни этой христианской секты, насчитывающей около 300 тысяч человек, живущих в основном в штатах Огайо и Пенсильвания. Их жизнь, полная тяжелого труда, во многом похожа на жизнь их предков из Центральной Европы. Главные ценности амишей – физический труд, скромность и смирение. Они стараются жить обособленно от современного мира, при этом сами они стали феноменом, вызывающим огромный интерес. Не обошли их стороной и телевизионные реалити-шоу, жанр, основанный на моральных слабостях людей. Идущий уже 3-й сезон подряд сериал «Амиш Мафия» – лишь один пример таких шоу.
На центральном рынке города Ланкастер, штат Пенсильвания, торговцам-амишам то и дело задают вопросы о телешоу, которое они никогда не видели. Религиозное убеждение Элмера Столфуса не позволяет ему встать перед камерой. Много туристов, да и местные жители смотрят это, потому что им интересно. Но есть и такие, в основном туристы, которые всерьез спрашивают меня, связан ли я с мафией амишей. Не будут же показывать по телевизору что-то о еврейской мафии, правда? О католической мафии, о мусульманской мафии. Режиссер Мэри Хеверстик возглавила компанию «Уважайте амишей». Сама она не разделяет их религиозных убеждений, но говорит, что устала от фальсификаций и преувеличений. Никому не позволено взять какую-то религию, увязать ее с чем-то очень негативным, например, с преступностью, да еще и сделать из этого шоу. Это напрочь лишено вкуса, это оскорбительно. Ни один уважающий себя телеканал не должен этого допускать. В этом здании в одном из пригородов Вашингтона находится штаб-квартира компании Discovery Communications, выпускающей шоу «Амиш Мафия». Представители компании отказались от комментариев. В декабре прошлого года продюсеры шоу обратились к владельцу этой маленькой гостиницы в Ланкастере с просьбой снять здесь один из эпизодов. В декабре дела идут довольно вяло, так что всегда ищешь, на чем еще заработать. Но когда мы узнали, что это за шоу и о чем оно, интерес пропал. Американцы очень неоднозначно относятся к амишам. Социолог Дональд Крейбилл отмечает, что амиши считают набожными, трудолюбивыми и высоконравственными людьми. И как раз поэтому телешоу, в котором ставится под сомнение то, что амиши всегда безупречны, всегда набожны, что они святые, ходящие по воде, аки посуху, все это, я думаю, интригует зрителей. Потому что многим сразу хочется сказать: ну вот посмотрите, не такие уж они хорошие, как принято считать. Амиши держатся в стороне от политики. И понятно, что защитить их от этих реалити-шоу, которые смотрят миллионы людей, будет совсем нелегко. Американский иллюзионист Кевин Спенсер вознес искусство показывать фокусы до новых вершин. При помощи своего таланта он не только развлекает, но и помогает улучшить качество жизни детей и взрослых инвалидов. Кевин Спенсер – маг и иллюзионист вот уже более 30 лет. Первый раз я увидел фокусник, когда мне было 5 лет, и я совершенно отчетливо помню, что сказал своей маме: когда я вырасту, я тоже стану магом. Но когда Кевин только начинал свою карьеру, автокатастрофа изменила его взгляд на профессию. Моя машина столкнулась с транспортным прицепом. Я очнулся в реанимации в отделении неврологии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой позвоночника. Мне потребовался почти год, чтобы восстановиться после аварии. После аварии Кевин принял решение использовать магические трюки в терапевтических целях. Сейчас мы сложим доллар вот так. Благодаря исследованиям на эту тему мы знаем, что фокусы полезны. А еще мы знаем, что движения, которые нужны, чтобы показать фокус, очень похожи на те, которые используют для более традиционных форм терапии. Спенсер начал проводить семинары по всему миру, обучая инвалидов, детей и взрослых магическим фокусам. Мы работаем над моторикой, когнитивными навыками, навыками восприятия и общения. К тому же, к концу семинара ты еще и научился фокусу, который ты сможешь когда-нибудь показать. Общение также помогает детям обрести уверенность в себе. 1, 2. Вот, например, Лиам Шаннон. Ему 10 лет, у него аутизм. То, что он научился показывать фокусы, заставило его испытать столько разных эмоций. Я почувствовал себя как настоящий волшебник. Правда, таким счастливым и гордым. Просто потрясающее чувство. Я думаю, он сейчас очень горд собой, потому что у него что-то получилось. Он посмотрел, понаблюдал, поучился, а потом сделал трюк сам. По словам Спенсера, видеть, как Лиам и другие буквально оживают на семинаре, и есть самое потрясающее волшебство. Можно выступать на сцене под аплодисменты тысяч зрителей, но это не сравнится с чувством, которое возникает, когда видишь улыбку на лице малыша, и он говорит: «Смотри, у меня получилось». Выпрыгиваем из самолета с парашютом. В планах Кевина Спенсера проводить как можно больше времени с инвалидами, чтобы помочь им найти волшебника внутри себя.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.